поговорим, а потом споем. Приходи ко мне в день любой и час. Лучше не тяни, приходи сейчас. Дерево любви вырастает в срок. Вместе я и ты, вместе с нами Бог. Дерево любви, корни глубоко, руки высоко и душе легко. Дерево любви набирает сок, в линиях судьбы каждый лепесток. Дерево любви принесет плоды, вместе с нами Бог, с Богом я и ты, с Богом я и ты. Откроем дверь, позовем друзей, песни запоем, станет всем теплей. Кто услышит нас, тоже запоет, чистая слеза с неба упадет. Дерево любви вырастает в срок, вместе я и ты, вместе с нами Бог. Дерево любви, корни глубоко, руки высоко и душе легко. Дерево любви набирает сок, в линиях судьбы каждый лепесток. Дерево любви принесет плоды, вместе с нами Бог, с Богом я и ты, с Богом я и ты. Погоди, постой, явь ли это сон? Бог явился сам и сказал мне он: ты пойди по всем, по домам людей, семена любви по сердцам засей. Дерево любви вырастает в срок, вместе я и ты, вместе с нами Бог. Дерево любви, корни глубоко, руки высоко и душа легко. Дерево любви набирает сок. Подождем еще немножко. Может кто-то присоединится. Послушаем песню «Дерево любви» Коловых Натальи Витальевны. Замечательная песня. Еще минуточку подождем. Пора идти, знаешь, нет потерь на прямом пути. И тебе, и мне в жизни повезло. Чувствуешь, в груди сердце расцвело. Дерево любви вырастает в срок, вместе я и ты, вместе с нами Бог. Дерево любви, корни глубоко, руки высоко и душе легко. Дерево любви набирает сок, в линиях судьбы каждый лепесток. Дерево любви принесет плоды, вместе с нами заиграет песня и начнем. я и ты, с Богом я и ты. Приходи ко мне, посидим вдвоем, мы поговорим, а потом споем. Приходи ко мне в день любой и час, лучше не тяни, приходи сейчас. Вот на такой замечательной романтичной ноте мы начнем сегодняшний наш эфир. Сегодняшняя наша тема – род, душа, личная карма и родовые задачи. Почему я решила соединить эту тему? Да? Потому что это те, кто у меня обучались, они знают, что это важное сочетание. И, возможно, сегодня я раскрою вам тему рода совершенно с другой стороны, нежели с которой сейчас
вещают, говорят, пишут много-много других специалистов и психологов. Да? Конечно же, это одна из самых актуальных тем на сегодня. Да? Очень много сейчас семинаров, практик, техник на тему сила рода. И тема глобальная на самом деле, поэтому сегодня на прямом эфире я хочу немножко открыть завесу тайн на тему рода и кто мы для своего рода, да? И откуда вообще и как мы попали в этот род. И вот азы понимания, что такое род и душа, в чем их связь, да? И на самом деле род и душа имеют некий такой контракт на взаимовыгодных условиях. Почему вдруг, да, душа и род имеют какой-то контракт? На самом деле изначально, наверное, слышали, что есть три единства: дух, душа и тело. И вот в этом триединстве, где находится тема рода, где находится род, где этот эгрегор и в какой момент наш дух вселяется вот в эту родовую систему. Да, на самом деле дух, он первичен, наше высшее я первично, дух и высшее я — это одно и то же. Да? И есть душа. Душа, которая исходит от нашего духа. Я не буду говорить сегодня про монады, что сколько может быть душ у одного духа. Да? Сегодня я просто буду говорить, что вот есть дух, наше высшее я, и есть у него душа. Душа — это некое программное обеспечение, некая матрица, с которой нужно работать. Там есть задачи, там есть программа и так далее. Вот это углублено на курсе. Да? Но вот именно согласно задач, согласно программ, которые записаны в эту душу, в эту матрицу, наша душа находит в себе и родовую систему. И наша душа находит родовую систему по роду отца. Это первично, самый первичный род — это род отца, потому что души всегда приходят через родовую систему мужчины. Когда говорят, что род, эгрегор рода, тут как бы говорят, что это один цельный эгрегор. Нет, на самом деле наша душа приходит в родовую систему мужчины, и только потом находится другой эгрегор, эгрегор рода женщины. Для чего? Для того, чтобы материализировать душу. Поэтому мужчина, мужской род, он всегда более духовный, он ближе к Богу, он более высоковибрационный. Даже несмотря на то, что если там какие-то не очень приятные ситуации, об этом напомните, я попытаюсь вам объяснить, почему. Да? Поэтому смотрите, род — это... Вот мой род — это два эгрегора, это соединение двух родов. Будет неправильно говорить, что у меня только один род. У меня два рода, род отца и род матери. Вот это прямо запомните крепко-накрепко. И род отца, он первичен, потому что через него приходит наша душа, а в род матери, через род матери наша душа материализуется в это физическое тело. Тогда получается как, да? Есть у нас три единства: дух, душа и тело. Значит, родовая система находится между душой и телом. Да? Для чего для души нужно тело? Для чего нужно тело? Да? А для того, чтобы мы только через свое физическое тело можем отработать какие-то задачи, программы и плюс наработать новый опыт. Новый опыт нужен не для души, новый опыт нужен для нашего духа, для нашего высшего я. И можно сказать, что это наше сверхсознание, о котором многие умалчивают. Да? Сверхсознание — это еще не предназначение, это все мелочи жизни. На самом деле поиск предназначения, какие-то программы рода и так далее — это все мелочи. Почему я начинаю с этого, да, вот как душа пришла, через какой род, сейчас выключу, через какой род, потому что это очень важно, потому что наша личная карма, наши личные задачи, они первичнее. И еще раз повторю, да, согласно наших личных задач мы находим свою родовую систему, и мы заключаем некий контракт с родом отца, с родом мужчины.
на взаимовыгодных условиях. Не бывает такого, что вот род нам навязал какие-то свои негативные программы и давай отрабатывай. Да? Вот то, что сейчас многие специалисты пытаются до нас донести и снимая с нас ответственность, пытаются свалить всю ответственность на родовую систему, на наших предков. Что там бабушка была такая, прабабушка была такая, там кто-то кого-то раскулачил, поэтому у нас денег нет и прочее, и прочее. На самом деле родовая система – это наш ментальный план. Вся информация, которая о нашем роде, о том, как жили наши предки, где они накосячили, что сделали, все записано на ментальном плане. Но представьте, за нашей спиной до 7-го поколения 126 человек. И сейчас многие включаются в синдром Бога и начинают погружаться в родовую систему, отрабатывать все негативные программы. Там негативные программы несчастных женщин, негативные программы нерожденных детей, там негативные программы по деньгам и так далее. Вот этого делать не надо. Не надо включаться в синдром Бога и считать, что вам подвластно все. Нужно понимать, что нам дается всего несколько задач от родовой системы, и через осознание своей личной кармы мы можем легче решить задачи с родовой системой. Потому что род, когда принимает нашу душу, согласует с нами, да, на материализацию, он берет с нас слово, что мы тоже ей будем помогать. И вот эта тема очень хорошая, я на него отвечу. У меня есть тут шпаргалочка, как раз я хочу об этом тоже рассказать. Да? Вот смотрите, если говорить так, чтобы я тут не отходить, поэтому род отца изначален, род матери, он нужен нам для материализации, как почва, на которую засевается семя. Если эта почва благодатная, семя прорастает в благополучной среде и так далее. И, конечно же, эту землю нужно периодически удобрять. Удобрение, на самом деле, удобрять должен мужчина, но это уже немножко, опять, я всегда хвалю мужчин, я всегда поддерживаю мужчин, я всегда стараюсь возвысить мужчин над женщинами, потому что действительно они стоят на уровень духовности выше нас, да? Так, вот род отца, он больше о духовном, род матери больше о материальном, да? Я тут еще раз повторю, что то, что сейчас пытаются нам навязать, что весь наш характер, вся наша жизнь, судьба, да, сценарий нашей жизни связаны с нашей только родовой системой. То, что там кто-то не допрожил, кто-то что-то не доделал, это все, мы начинаем это все повторять. Мы повторяем только то, что сами в прошлой жизни, опять же, не доработали, согласно своей личной карме. Вот это прям я очень прошу, запомните. Да? В нас заложено ровно столько, с чем мы сможем справиться. Но вот когда люди начинают, опять же повторюсь, включаться в синдром Бога и начинают копать и пытаются отрабатывать, там, постоянно ходят на системные расстановки, они сами себя закапывают в яму. Да, негативные программы, они есть в роду. За нашей спиной, еще раз повторю, 126 человек, и плюс к этим 126 людям есть включенные в родовую систему, потому что 126 человек — это не святые, далеко не святые, да, и, конечно же, есть и души, которых они обидели, оскорбили, вот эти оскорбленные, униженные, убиенные, нерожденные и прочее, они все, скажем так, являются некими включенными в родовую систему, которые мешают. Да? И вот, включенные в родовую систему — это, скажем так, заблудшие между мирами души, и они мешают нам вот жить. И когда мы начинаем работать с родовой системой, нам важно очистить свое сознание в первую очередь. Свое сознание, потому что очень много лишнего мусора нам насаждается уже, скажем так, с 3 лет почти, да, с 3 лет. До 3 лет мы еще как-то можем жить внутри, держа связь со своей душой. После 3 лет эта связь потихонечку отдаляется, обрывается, да.
Люди думают, что душа находится внутри них. Нет, на самом деле мы находимся внутри души. Душа — это настолько... Вот те, кто работает с расширением сознания, они поймут, что душа не внутри нас, душа вовне нас. Да? И то, что вот когда мы говорим, что душа покинула тело, на самом деле душа перестала питать тело. Когда душа перестает питать тело, тело начинает отмирать. Но это уже немножко отдельная тема, мы о ней еще тоже будем говорить. Сегодня тема о родовой системе. Еще раз повторю, что за нашей спиной 126 человек, не 128, 126 человек до 7-го поколения. Это учитывая, что мы первое поколение сами, второе поколение — это наши родители, отец и мать, да? Третье поколение — бабушки, дедушки и так далее, до 7-го поколения. В 7-м поколении 64 человека, эти 64 человека составляют структуру нашего ДНК. Да? Если я в самом начале сказала, что наш дух, вот наша душа воплощается через род отца, это не значит, что у нас и гены, все только через род отца. Генетика, там физическое тело материализуется, стройматериалы берутся из двух родов, из двух родовых систем. Это вот 32 человека по роду матери, 32 человека по роду отца. Это вот начиная с 7-го поколения, и они устраивают структуру нашего ДНК. Структуру ДНК материи. Но если говорить опять о ДНК, немножко оговорю, что есть у нас вот тема рода — это только одна цепочка ДНК, а есть у нас одна пара, да, одна пара цепочки ДНК. Но есть у нас еще и 5 цепочек ДНК, которые находятся в спящем режиме. И когда мы проходим курс вне матрицы, мы их активируем. Это довольно-таки глобальная работа, и глобальная и глубинная работа. Почему глубинная внутрь вроде, да, в какую-то свою внутреннюю точку мы копаем, но тем не менее, чем глубже мы внутрь себя копаем, тем наоборот шире мы становимся. Вот так, да? И так. И работать с родом нужно, находясь на том уровне, на котором мы с вами находимся, через осознанность. Да? И я уже ранее сказала, что именно родовая система, тема рода находится на ментальном уровне. На ментальном уровне это значит, тема рода влияет на наши мысли, формы и наши мысли образования. Согласно, вот люди думают, что они родились уже с каким-то характером, уже у них привычки, уже там есть программа в родовой системе «Одинокие женщины» или очень много несчастных мужских судеб и прочее. На самом деле это все только результат неправильного мышления, который мы считываем с пространства, и какая-то часть из них генетически в нас заложена. Вот это тоже точно... Это то, что я говорю, вы, возможно, ни в какой книге не прочитаете. Это мои внутренние исследования, мои мыслительные, вот, скажем так, инсайты, вот, ответы на свои вопросы. Я не говорю, что какой-то дух или какой-то челленинг, какой-то канал мне открывает эту информацию. Да? Это мой опыт, мое видение, и, возможно, у кого-то со мной мнение не совпадет, и это нормально, потому что то, что я говорю, то, что вот, я исследовала, то, что я передаю вам, это не истина в конечной инстанции, это нужно осознать, это нужно понять и просто принять. У вас, у всех должно быть свое мнение, и слепо верить мне тоже не нужно. Да? Послушали и начинайте задумываться, задавайте вопросы своему высшему я, задавайте вопросы своим предкам, да, мысленно, и будете получать ответы, верно это или нет. Будете находить подтверждение, может быть, даже опровержение. И это даже тема не для спора. Поэтому если вдруг кто-то скажет, что вот Лена выдумала, Лена нафантазировала, или она что-то там, и она не права. Нет. У каждого человека может быть свое мнение. Да? И вот то, что я вам сейчас пытаюсь донести, это мои, скажем так, доработки, наработки, мой опыт, мое видение, мое чувствование. И действительно, вот, чем больше я копаю этот колодец, тем больше информации я получаю именно в этом направлении.
Если говорить о колодце, я из тех людей, которые не копают много мелких колодцев. Я не бегу, я не трачу свою энергию на разные направления. Если, например, раньше занималась фэншуй, то я оттуда ушла, потому что тот колодец не с чистой водой, да, с грязной водой, скажем так, занималась еще чем-то, расстановками и прочее. Оттуда отовсюду ушла, потому что это были не те колодцы. Я каждый раз возвращаясь к одному и тому же колодцу, я копаю, чтобы дойти до источника более чистого. Сейчас на пороге новых энергий, мы не можем работать с прежними энергиями. Но смотрите, если я говорю слово энергия у нас только до 3-го уровня. Сейчас многие, наверное, слышали, и в Ютубе очень много фильмов, что время пришло перехода даже не на 4-е, а на 5-е измерение. Да? То, что наши предки жили и предки пытались поднять свои энергии, они работали соответственно вибрации планет, вибрации Земли, да, насколько энергия позволяла, настолько они и работали. Поэтому эти все обряды, ритуалы, обращение к духам и так далее, это все из 3-го измерения. Сейчас, извините меня, нужно нам подниматься на 4-й, с 4-го сразу мы поднимемся на 5-й уровень. Да? Но это все на самом деле не нужно усложнять. 4-й уровень – это наши предки. Если даже я говорю, что осознав личные задачи, программы нашей души, мы можем легко отработать задачи родовой системы, точно так же и работая с родовой системой, мы можем легко выйти на свою личную карму, на свои личные задачи. Я не использую слово предназначение, потому что это все, не скажу, что от лукавого, но это все пройденный век, пройденный этап. Нет никакого предназначения, есть, конечно, задачи, но главная задача наша — набираться нового опыта. А когда мы говорим, у меня предназначение, смысл какой-то искать и прочее, это мы загоняем себя в какие-то рамки. Да? Что от нас просит родовая система? Родовая система, чтобы нам помочь, и как я сказала, у нас контракт на взаимовыгодных условиях, да, нашей души и родовой системы, через которую мы пришли, через род отца, кстати. Да, это не забывайте. Контракт заключается с родом отца, не с родом матери. С родом матери уже как аутсорсинг, или сейчас все эти юридические или правовые документы можно приложить и на порядок нашего воплощения. Да? Скажем так, род мужчины, он как аутсорсинг ищет посредника, нет, не посредника, а фабрику, на которой будет материализовываться эта душа. Да? Поэтому это мозг может сначала это не принять, логика может не принять, но когда вы начнете все простраивать, да, схематично вырисовывать, вы это осознаете четко, и даже вопросов и сомнений в этом не будет. Так. Немножко, да, И когда мы начинаем работать с родом, как работали с этим наши предки, мы понижаем свои вибрации, мы останавливаемся в своей эволюции, и в этом нет развития. Почему нашим предкам очень было сложно жить? Конечно же, они жили на выживание, чтобы было продолжение рода, чтобы души могли перевоплощаться через свой род, потому что род — это огромная, очень такая мощная, это огромный, мощный эгрегор. Да? Эгрегор рода и, кстати, эгрегор религии, они стоят на одном уровне. Род религии не выше. Эгрегор рода и эгрегор религии стоят на одном месте, но эгрегор язычничества, да, поклонение духам, он стоит на 3-м уровне, он ниже, да. И наши предки, они пытались взаимодействовать с окружением, да. А их окружение, что это природа, это, да, действительно, дух воды, дух огня, дух земли, дух ветра, дух неба, дух солнца и так далее.
Сейчас же нам не нужно понижать свои вибрации. Сейчас у нас есть колоссальная сила, сила любви, сила благодарности, сила принятия, сила осознанности. Еще раз скажу, раньше энергии Земли были более низкочастотные, вибрации были низкие, да, и у них другой возможности не было. Это возможность выходить на более чистые энергии любви и более такие высокочастотные информации, она давалась только избранным. Сейчас эта информация открыта для всех, но ею пользуются не все. Поэтому я буду каждый раз повторять, да, возвращаться. Наша душа приходит через родовую систему мужчины. Контракт нашей души и заключается с родом мужчины. Поэтому первые задачи, которые нужно будет решать, это задачи по роду отца. Но есть такое, что действительно наши души приходят, если эгрегор сильный, души перерождаются в своем роду. Да? Это значит, мы можем в наших внуках, наших правнуках видеть наших прапрадедушек. Да? Вот эти души могут возвращаться. Но есть души, которые включаются в родовую систему. И это происходит, когда эгрегор рода очень слабый, очень много исключенных в родовой системе, много предателей, много, скажем так, действительно негативных программ в родовой системе, да? И душа, которая исключенная из своей родовой системы, она ищет, через какой бы род перевоплотиться, да? И души, который вот был вопрос, да, откуда приходит душа изнасилованного ребенка, это блуждающие души. Блуждающие, зависшие между мирами души, они приходят через изнасилование. Это души приходят не из родовой системы, души приходят, когда рождаются внебрачные дети, не, скажем так, дети, которые нежеланные, дети, которые, скажем так, случайно зачатые, да? Просто хотели секса и вдруг зачали, и вот именно в таких ситуациях мы ловим души из пространства. Род не одобряет их, род с ними контракт не заключает, и когда мужчина это очень тонко чувствует, когда душа ребенка не из его рода, мужчина отказывается от воспитания этого ребенка. Вот почему очень много одиноких женщин, одиноких матерей, да? Потому что у многие женщины говорят, лишь бы родить, или просто гуляет, вот то, что я говорю, я сама через опыт проходила, поэтому через изучение своего опыта я вот из тех дурочек, которые проходят практику на своем опыте. Поэтому я четко знаю, что вот в таких ситуациях приходят к нам души, которые более, скажем так, с отягощенной кармой. Желанные дети, которые рождаются в браке, это всегда в основном дети из родовой системы, из рода отца. Но тут вот всегда вот и раньше почиталось, да, чтобы в семье были сыновья. Почему? Потому что в них продолжение рода, через них есть возможность перерождаться предкам. И если у женщин есть сыновья, это огромный плюс. Но и участие женщины тоже не нужно, скажем так, обесценивать, да? Женщина — это всегда почва. И поэтому вот когда сейчас большинство женщин занимаются духовностью, пытаются тянуть своих мужчин там на тему духовности, на развитие, не надо их тянуть. Наоборот, то, что они вам грубят, то, что они, возможно, где-то пьют или еще что-то, они дают вам возможность развиваться через принятие, через любовь. Понимаете? Поэтому никого, вообще мужчин своих не осуждайте никогда. Какое бы у них поведение ни было, они всегда нам дают возможность на развитие и эволюцию. Чем больше женщина стремится к духовности, чем больше она познает информации, чем больше она идет вглубь вот этой темы, да,
тем плодороднее ее почва. Вы знаете, вот когда на своих семинарах я тоже всегда говорю, что у мужчины мозг на своем месте находится, у женщины есть два мозга. Вот в голове, в черепной коробке, да, и в матке. В матке одна из мест, которым думает женщина. Не задница, извините меня, да, а маткой. Поэтому эту информацию тоже просто поразмыслите над ней, да. И так как одно из главных мозговых нейрогенных, а вибрирующих центров женщины является матка, вот сейчас смотрю на некоторых молодых девушек, которые вот выпячивают вот открытый живот, или вот эти танцы, не просто танцы живота, а вот эти какие-то, как тверк или тверк, который задницами виляют и прочее. И смотришь в Инстаграм, там пишут о духовности очень много, но тем не менее они все время селфи свое делают, вот, выпячивая свой зад, да. Тема немножко как бы ушла от рода, на самом деле это тема родовой системы. Это неплодородная почва. Это почва, на которую не падет здоровое семя. Вот серьезно вам говорю, да, потом начинают говорить, что сейчас очень много бесплодной молодежи и так далее. А почему? Потому что они вот своей второй чакрой работают неправильно. Если бы вот эта информация была в наше время, в 90-е годы, да, я бы свою жизнь, возможно, прожила совершенно иначе, но, конечно же, если бы эта информация пришла ко мне тогда, я бы сейчас вам об этом не вещала, да. Все приходит своевременно. Но, конечно же, тот опыт и те ошибки, те косяки, которые я проводила, я сейчас осознаю, что это было моим опытом, моим уроком. И иногда бывает, что вспоминаешь, и стыдно становится за свои действия и свои деяния, но приходится благодарить, потому что в этом есть огромная выгода, в том, что я сейчас не имею права врать. Да? Та информация, с которой мы делимся, любой человек, который пускай это блогер, пускай это будет реклама, пускай это будет просто рекомендация, да, купить там на Экомаркете или на Сбермаркете что-то, да, тот, кто вещает, тот, кто делится этой информацией, несет ответственность. Огромную ответственность. Не надо думать, что я вам там закинула грязь в лицо, и действительно информация это как грязь в лицо. И что вы с ним будете делать, это ваша проблема, да? Нет, это и есть и моя проблема. Поэтому то, что я вам даю, это моя ответственность. Та информация, которую я вам даю, это моя ответственность. Поэтому мне важно донести до вас смысл и глубину, и важность осознать то, что действительно тема рода, она для развития нашей души, для эволюции, да, она очень-очень важна. Но в то же время, да, не нужно опускаться до низких вибраций и начинать делать поклонение и много включаться в синдром Бога и начинать отрабатывать все негативные программы, которые есть в роду. Конечно, если копаться, мы можем там найти очень много грязного белья, очень много. И оно, конечно, кто ищет, тот всегда найдет, да? Поэтому не ищите, а все, что нужно, есть внутри вас. И если я говорю, что родовая система находится на ментальном уровне, это наши мыслеформы, мыслеобразования, и если мы ведем себя вот осознанно, да, мы отслеживаем свои мысли, до того, как они сформировались в эмоции, до того, как они начинают проживаться как эмоция, мы можем сказать, что мы уже на какой-то на шаг вперед к духовности. Вот то, что мы медитируем, то, что мы там пытаемся искать, читаем книги, это еще не духовность, это просто поиск.
Это просто поиск. Но люди уже говорят: о, я там читала, я была на Тибете, я уж такая духовная, чуть ли не корона, чуть ли не нимб на голове. Нет. Духовность, вот первый шаг духовности только в нашей осознанности, в мыслеформ, пока мы их не переключили еще на эмоции, мы еще не начали их проживать. Потому что как только мы начинаем проживать эмоции, мы их якорим. Потому что эмоции обиды, эмоции нелюбви, эмоции гордыни и прочее, это все уже проживание, и мы уже там наклейки на себя нацепляем, да? Но на уровне мыслей, на уровне мыслеформ, как только они появляются, мы их можем изменить. Вот это и есть осознанность. Но у нас как происходит? Вот карма прошлой жизни, ошибки из прошлых воплощений, мы с ними приходим, да? Душа как карта памяти, в ней, вот как матрица, в ней все записано, то, что мы в прошлом... Вру, не все. Там именно записано только то, с чем мы конкретно не справились, и мы сожалели на предсмертном одре. Вот это тоже очень важно. Люди думают, что они там много-много накосячили, в следующей жизни все нужно будет перерабатывать. Нет. Если мы осознаем в этой жизни, вот там украла, ошиблась, простите, больше не буду, да, осознал, если я это не повторяю, это значит, я урок свой усвоила, и опыт о том, что это плохо, не то, что плохо, вот этого делать не стоит. Я его осознала, да. И если, вот, возможно, бывает иногда мы проживаем вот этот негативный опыт для того, чтобы не опуститься до осуждения, потому что один из самых тяжких грехов – это осуждение и гордыня, высокомерие. Вот не скажу, что лучше убить кого-то, чем проявить гордыню и высокомерие, но когда мы проявляем высокомерие и гордыню, мы по низкочастотной энергетике сравниваемся с человеком, который убил 10 человек или 20 человек по каким-то своим убеждениям, что он делал зачистку или еще что-то. Да? Поэтому вот высокомерие, гордыня, она более такая тяжкое нарушение, да, и тяжкий груз, с которым уходит душа в мир иной. Да, и возвращаясь, он что? Вот человек, который в прошлой жизни очень много проявлял гордыню и высокомерие, в этой жизни он приходит и рождается в нищей семье, либо в семье алкоголиков, да, бывает такое, либо ему нужно проходить унижение, там одежда все время старая или еще что-то, тут легкие отыгрывания, да, бывает такое, что через изнасилование, через покушение на тело и так далее. Поэтому те, кто уходит с гордыней и высокомерием, например, вот мы династия учителей, а это типа дети простых людей, там на мои похороны и так. Ну, как бы, когда высокомерие, с этим высокомерием уходим, мы в следующем воплощении очень-очень больно, скажем так, нас будут очень больно унижать, обижать и оскорблять. Вот. А те, кто кого-то в прошлой жизни убил в защиту народа, страны или какой-то идеологии, да, они наоборот в этой жизни приходят, опять же, у них есть возможность управлять людьми, управлять жизнями других людей. Вот это я говорю тоже с той позиции, потому что у меня колоссальный опыт и практики, и консультаций, связывала и прошлые жизни, и сейчас, которые у людей подсознательные страхи, да, что их тянет вниз, что им дает возможность на развитие и так далее. Поэтому все, что я говорю, имеет место быть. Возвращаясь к теме рода. Да? Так. Вроде как очень-очень быстро протараторив, очень много про род я уже сказала. Сейчас я немножко пролистаю ваши вопросы. Можете... Так, рада видеть меня, Ксения, благодарю. Я тоже рада, что у нас 53 человека. Так, душа рождается каждый раз в своей системе. Вот, душа рождается в своей системе, если этот эгрегор чистый. Но очень мало бывает вот эгрегоров сильных, чистых, и где все расставлено по местам, да?
есть некое понятие, как структура рода. И когда я говорила, что есть у каждого свои индивидуальные задачи по родовой, к роду, да, вот, как говорю, контракт на взаимовыгодных условиях. Душа дает роду, и род дает душе. Да. Есть по структуре рода разные задачи. Бывают люди, которые рождены быть как козлами отпущения родовой системы. Да. Вот, им всегда будет сложно там разбогатеть, сделать деньги, статус какой-то для себя возыметь, да, когда они будут рядом с родом. Потому что вот поэтому очень часто алкоголики в семье, да, алкоголики, там, кто-то вот неудачники, вот, кто-то пытается, очень хороший человек, да, но ему вот катастрофически не везет и прочее, и он начинает спиваться и так далее. Это бывают козлы отпущения. Их участь облегчится, если в родовой системе все начнут исправляться. Почему? Потому что бывают люди, которым все дано, да, но они начинают грешить, оступаться, они делают все, вот, как становятся чиновниками, там, воруют, взяточничеством занимаются, да, а удары попадают вот именно козлы отпущения. Вот на него он стоит первый и попадает под удар. И говорят, вот не от мира сего или в семье не без урода и так далее. На самом деле он несет тяжкий крест за весь род. Поэтому если в вашей семье есть алкоголики, там, люди с проблемами, задумайтесь, что вы делаете не так. Не надо думать, вот, как его исправить, да? Как исправиться мне? Задайте себе вопрос, что я делаю не так, что мой брат или моя сестра страдает? Почему она там ушла бомжевать или еще что-то происходит? Это все можно рассчитать, кто вы для своего рода, и кто там ваш брат или и так далее, и что можно сделать, какие задачи на вас действительно возложены, чтобы не гадали. Но на самом деле более интуитивно чувствительные люди, они вот действительно интуитивно знают, куда идти, что и как, какие вопросы себе задавать и как из этого выходить. Поэтому, когда женщина начинает задавать вопрос, как сделать, чтобы муж не пил и так далее, задавайтесь вопросами, кто он для рода и кем он был сам в прошлой жизни. Кем он был в прошлой жизни, и вы кем были, почему вы вынуждены в этой жизни жить с пьющим мужчиной, почему вы вынуждены терпеть оскорбления и так далее. Да? Но это не значит, что нужно прям... Бывает такое, что люди думают, вот мы, оказывается, не пара, или у нас разные задачи. Нет, людей с разными задачами не соединяют в одну семью, не соединяют в пары никогда. У вас есть конкретная задача. Он вам зеркалит какой-то урок, вы у него через него осознаете свой урок, и через осознание вашего урока он тоже может осознать свой урок. Мы все даны друг для друга в помощь. Каждый друг для друга очень важен. Каждый важен. Не надо думать, что ой, я такая классная, крутая, красивая, а мне попался этот дебил, да, к примеру. Нельзя так думать, потому что если, называя его дебилом, вы жена дебила, понимаете? Как два сапога пара, да, он левый сапог, вы правый. Или наоборот, мужчина правый, вы левый, да, поэтому ни в коем случае не обижайте, не оскорбляйте своих мужчин, задавайте себе вопросы. А за что мне это? А для чего мне это? Что я должна осознать? Что он мне проецирует? Если даже он вас начнет называть там сволочь, Лена или еще что-то, вы не цепляйтесь за слово сволочь, а ищите ответ в себе. Почему происходит так, что он видит во мне вот эту сволочиху или что-то такое? Потому что ответы всегда в нас самих. И не надо сваливать ответственность на своих предков. Да, еще раз скажу, тема рода, она на ментальном уровне. Там очень много информации, там очень много мыслеформ, которые мы хватаем вот с пространства. Там все записано. И если мы осознанно, мы на том уровне их меняем, прежде чем их прожить в качестве эмоций. Да? А чем более человек неосознанно проживает эти эмоции, это происходит. И неосознанный человек каждый раз проживает эти эмоции, и он говорит потом, у меня характер такой вспыльчивый. На самом деле это не характер вспыльчивый, это просто неосознанное проживание ситуации, неосознанное создавание даже ситуации. Эту ситуацию можно и не создавать, если вы на уровне ментала, на уровне мыслеформ можете их отследить. И вот ответы могут давать нам
наша родовая система, если вот вы знаете, кто у вас были в роду, если вы с ними там общаетесь, если вы видите, какая черта характера постоянно повторяется, конечно, она будет нести одни и те же сценарии. Да? Если женщина высокомерная, горделивая, там, мужчин не уважает, конечно, она будет одна всю жизнь и будет думать, лишь бы хотя бы родить, кто бы мне сделал ребенка. Да? И, конечно, родит вообще душу не с того, не с этого рода. Да? И потом будет задаваться вопросом, а что мне с этой душой делать, как мне и чем мне ей помочь? И так далее. Но тем не менее, как сказала женщина, это матка, это земля, это почва плодородная. Если она забеременела, родила, это значит плодородная почва. Никогда не поздно удобрять. Вот чем больше женщина ищет, да, чем больше женщина задается вопросами по своему развитию, тем больше она удобряет почву, и это помогает ее потомкам, ее детям. Потому что не все мужчины переживают, что будет с их детьми, да? А женщина, она всегда переживает, у нее материнский инстинкт, у нее всегда страх за своих детей. Мужчина скажет, ну, вырос, давай, до свидания, да? А женщина будет переживать, там, пряча, там, пересылать деньги и так далее. Но лучше не деньгами, а вот удобрять почву. Чем глубже мы копаемся внутри себя, чем шире наше сознание. Это не о том, что мы как интроверты или экстраверты, да, замыкаемся внутри себя. Нет, это не об этом. Да? Это вот, когда мы начинаем вот, вглубь себя, мы можем копать только через отношения с близкими людьми. Мы не должны быть, вот в нашем современном мире невозможно развиться, невозможно эволюционировать, если мы будем жить где-то в пещере, как какие-то аскеты. В этом нет развития души. Вот даже те монахи, которые там ушли в нирвану и не вернулись, они все равно перерождаются. Да? Они все равно перерождаются, потому что у них недостаточно опыта. Да, они опыт познали вот этой медитации, вот этого полета. Кстати, посмотрите мультфильм «Душа», там очень хороший есть эпизод, когда вот есть иной мир, есть еще мир, где вот души находятся медитирующих и так далее. Очень смешно, и я вчера смотрела, было очень забавно и смешно, но что-то действительно есть истинное в этом. Поэтому посмотрите мультик «Душа». Он сейчас идет в кинотеатрах, и я вчера посмотрела на каком-то сайте. Вот, поэтому всегда важно, но наше развитие всегда в отношениях с близкими нам людьми, с людьми, которые входят в наши личные границы. Кто входит в наши личные границы? Те, с кем мы спим, тем, с кем мы делим свою постель, да, скажем так, и вот наши дети и так далее, кто близко. Вот есть у нас эфирное такое тело, тонкое тело, которое на расстоянии невытянутой руки. Да, кто включается вот на расстоянии невытянутой руки, входит, да, вхож в наше пространство личное, вот те и есть люди, которые в большинстве случаев дают нам уроки. Вот, так, дальше. Уточните, душа приходит именно в свой род или выбирает нужный по урокам. Ну, душа всегда, перво-наперво, она, конечно, выбирает по своим урокам, да? По своим урокам, но если эгрегор сильный, если у них чисто, они уже в своем роду каждый раз, вот как в своей тарелке, они все время, но единственное, конечно, если даже эгрегор рода, он уже состоявшийся, это всегда эгрегор мужчины, всегда. Но это не значит, что там одни мужчины, там, конечно, есть женщины, да? Есть эгрегор, и всегда обновляется этот эгрегор путем нахождения другого эгрегора женщины, через которую будет происходить материализация. Угу. Спасибо за вопрос. Так, еще тут были вопросы, еще поищу. Добрый вечер. Если дочь не общается с отцом, и отец не платит алименты, остается... Ну, тут в самом начале тоже говорила, когда душа ребенка, вот, заблудшая душа или душа вообще не из рода отца, мужчина обычно ответственность за такого ребенка не несет, потому что вот, родовые потоки закрыты. Род говорит, это не наш.
да? И в жизни также происходит. Но в любом случае, да, знаем мы своего отца, не знаем, сделал он нас там по пьяни или через изнасилование, мы в любом случае должны быть благодарны. Да? Не ждать от него алиментов. Мы в любом случае своих детей должны воспитывать таким образом, чтобы вот, скажем так, благодаря этому мужчине появилась возможность материализовать твою душу, да? И быть благодарным за то, что он поучаствовал в том, что эта душа воплотилась в это физическое тело. Быть в любви и благодарности. Вот чего не хватало родовой системе, к чему стремились. Раньше, конечно, тема любви не поднималась, там было сплошное вот выживание, но там шла любовь не сексуальная, не такая вот друг к другу, там шла любовь к жизни, любовь к жизни. Нам пытались вот через вот это выживание передать любовь к жизни. А люди думают, что у меня там прабабушка там была одинокой, на расстановках очень много таких высказываний, что ей не хватало любви, заботы. Не в этом дело. Не хватало любви к жизни. И люди не любят настолько жизнь, что они пытаются. Вот сейчас очень много женщин, которые вот губы, груди, там, брови, реснички, они не любят свою жизнь, они фокусируют свое внимание на свое тело только. Понимаете? А когда мы будем покидать, вот, переходить в мир иной, там не важно, какого размера будет наша грудь, там не важно, какой длины будут у нас реснички, там не важно, какого цвета у нас будут волосы, будем ли мы в свои 60 выглядеть на 40, это не важно. Важно будет состояние вашей души, состояние эмоциональное, которое вы наработали, которое будет именно в тот момент, когда вы будете переходить в иной мир. Вот это важно осознать своим дочерям. Вот с женщинами нужно работать, не с мужчинами. Мужчины, они все чувствуют, знают. И когда даже мужчина противоречит женщине, если она хочет идти на фэншуй или еще куда-то, на танцы живота, слушайте, он чувствует, что вам действительно нужно, что вам нужно, что не нужно. Да? Вот не хвастаюсь, но вот скажу, что когда женщины ходят на мои курсы, у них мужчины тоже меняются, мужья меняются автоматом, и вот тема и запись, и мужчины тоже слушают. Мужчина слушает и говорит, тут наконец-то нужная и важная информация. Уважайте своих мужчин и прислушивайтесь, не цепляйтесь к тем словам, которые они используют, а цепляйтесь к своему ощущению. Что не разрешать, значит, что опять я могу оступиться, я могу опять что-то сделать не так. Но женщина, еще те бунтарки, вот сейчас феминизм и прочее, они говорят, попробуй скажи мне нет, да? Если ты сказал нет, я нарочно пойду, да? А если он говорит, ну давай еще посмотри, еще или еще что-то, да, действительно начинает слушать, туда не идет, и говорит, а ты был прав. Вот умение вести диалог, это тоже очень важно. Это тоже из своего опыта. Раньше, когда что-то я хотела, муж там протестовал, вот против фэншуй, он очень-очень сильно протестовал, и я ходила там, тратила свои там за день по 40 тысяч на эти статуэтки, безделушки, он очень-очень сердился. Я тогда думала, вот он не понимает, я на развитии, и пыталась его туда притянуть, там, этого мастера в дом приглашала, вот, бесила его все. Но на самом деле он был прав. Я оступалась и шла не в тот эгрегор. Как только я начала работать с эгрегором рода, системой рода, и он меня поддерживает. И знаете, мужчины очень любят тему рода. И когда в 2017 году я начинала работать с темой рода, ко мне из Казахстана приезжали на машине, работали с древом рода и на себя, и на мужей, и там, и невест. Так, извините, был звонок. И невесток приводили, и из Израиля там участвовали, и много. Поэтому тема рода – это тема, скажем так, любой религии. Еще раз скажу, эгрегор рода и эгрегор религии, они стоят на одном уровне. Но эгрегор язычества, он стоит внизу, поэтому
знаете, я не говорю, что там нет духа огня, нет духа воды. Они есть, но от них мы высокоразвитые существа. Мы люди, мы созданы людьми, и сейчас планета нуждается в нашей помощи. Тот же огонь, та же вода, они просят от нас благословения, они просят от нас правильных молитв, правильных слов, и даже, возможно, не облекая это в слова, через мыслепоток, через любовь, через чувствование, направление туда, вибрации любви. Вот этого состояния не хватает, вибрации любви к жизни, вибрации любви к тому же огню. Не просить там о Аллу, там что-то, вот и читай там, там, дай мне, вот я тебе даю хлебушек, там саламат, а ты дай мне вот то-то. Вот это потребительство нужно прекращать. Даже когда вы молитесь Богу или начинаете писать желание, Вселенная, дай мне машину, там Toyota Prado или там еще что-то, это потребительство. Потребительство. Нужно, вот, у вас что есть, что вы можете отдать? Вы можете отдать не деньги, вы можете есть самое ценное, что у вас есть, то, что у вас наработано, это любовь, если она у вас наработана. Но сейчас люди испытывают колоссальный дефицит в этой любви, и они что делают? Они перекладывают ответственность на род. Они говорят: вот у меня мама недолюбленная, и я тоже недолюбленная. Вот мама меня там не любила, и я не могу сейчас любить. Опыта, урока не было. Никакого урока не нужно. Нужно осознание. Если я понимаю, что у меня мама не умела любить, и, возможно, то, что я хотела, недополучила, а значит, я сама его и в детстве не проявляла. Понимаете? Вот, тему любви я очень мощно осознала вот со своим 4-м ребенком. Это ребенок сплошная любовь. Он любит всех. Всех на улице, и бабушек, и дедушек. Он кто зайдет, всех целует, обнимает. И у него такой и день, и ночь люблю, и маму люблю, и день, и ночь, и папу люблю, и бабушку. Всех любит. Да? Поэтому вот она, истинная любовь, глубинная. Вот любовь — это лекарство от всего. Если даже обращаетесь к огню, там, если оладушки даете, ну, это как взятка же. Вы ходите там, сейчас скажут, вот, скоро весна, март, весеннее солнцестояние, все идем оладушками там кормить природу. А на самом деле эти оладушки жареные, они вредные для нашего здоровья, и вредные для природы, и для животных, которые их будут потреблять, да? Но в то же время это взятка, вы даете оладушки, а вместо того, чтобы проявить любовь и благословить матушку природу, да, вместо того, чтобы пойти убрать вот этот мусор, который кто-то раскидал, вместо того, чтобы сами за собой убраться, вместо того, чтобы сортировать свой мусор, да, заниматься вот экологическими вопросами, не в политику углубляться, где одни, сами знаете, да, а заниматься, делать, действовать. И наш род от нас, для нашего рода важна от нас любовь и благодарность за жизнь. Неважно, там были суицидальники, убийцы, Чикатило или еще кто-то, да, они подарили жизнь нашим предкам, через которых вот эта жизнь, вот этот род продолжается, и я имею возможность жить. Понимаете? Вот это самое важное. Все упрощайте, настолько упрощайте, но и углубляйтесь в это упрощение. Не надо копать 10 ям, 10 колодцев, да, там, про здоровье, про деньги, там, да. Но на самом деле, если говорить о структуре рода, как начала говорить о козлах отпущения в родовой системе, также есть люди свободные, которым все дано. И таланты, и деньги, и возможности. Но вот их косяки, они влияют на козлов отпущения. Но в то же время есть еще хранители родовой системы, да? Хранители, берегини рода, которые вот должны нести вот защиту за род, да? Которые отвечают и за козлов отпущения, и за тех, кто свободен, да? И за тех, кто вот как раб на галерах там работает, там коров
доит, и фермерское хозяйство, и Аллас, вот этот родовой участок, он бережет там, и родовую культуру, да, вот предков, и вот эти Аланхо, и прочее, вот это несет. Вот у каждого человека есть отдельная, вот, скажем так, ну, миссия, грубо будет сказано, задача. Вот эти задачи нужно осознать. Вот еще раз скажу, козел отпущения, если ему, вот он по структуре такой, он не сможет стать берегиней рода, он не сможет. И если у него силы духа хватит, он должен сказать: прекратите, стоп, прекратите воровать там, прекратите там делать аборты, женщины, прекратите еще что-то делать, мне тяжело, да. Вот это вот дети с аутизмом, больные дети, это тоже такая тяжелая карма рода, вот, которую вот сейчас проживают, сейчас начинают повторять ошибки, искушаться, да? Но это не значит, что вот прямо Бог, ну, Вселенная, она нас настолько любит, что она дает нам возможность все изменить. Но изменить не путем возвращения назад, да, не путем возвращения назад и изменения. Вот когда на расстановке идут, там женщина потеряла ребенка, там, и она в страдании, и чтобы там изменить, ей возвращают ребенка, и она там вот этого делать не надо, потому что это изменит ход всех событий, и какое-то время вы почувствуете облегчение, но через время вы получите еще жестче удар. Это серьезно, да? 3 года максимум вы будете спокойно жить, наслаждаться жизнью, через 3 года вы получите удар. Это, к сожалению, правда. Поэтому не включайте и не меняйте. Уважайте их выбор, уважайте их жизнь, уважайте их проживание, их эмоции, их чувства. Но здесь и сейчас вы имеете право изменить это внутри вас самих. И осознавайте на уровне мысли, форм, где и что вы цепляете. Угу. Так, иду дальше, вопросы смотрю. Как быть тем детям, которые родились в результате изнасилования? Матери работать, матерям работать. Нам, женщинам, я не скажу, что сложно, нам интересно жить, да? Вот какая бы сложная ситуация ни была, нам нужно говорить, как интересно. А если я вот попробую, да, смогу ли я помочь? Смогу ли я что-то изменить? В первую очередь изменить свое отношение к этому. Свое отношение. Не надо думать, как интересно, смогу ли я изменить мужа или смогу ли я изменить свою дочь. Вот тогда вы упретесь об стену, да, и будете головой биться об стену, и результата не получите. Всегда старайтесь углубляться внутрь себя и переключать внимание на свои чувствования и меняйте свое отношение к миру. Старайтесь смотреть на все с разных сторон. Потому что бывает, что ребенок больной, все, это катастрофа, это клеймо, это либо позор, это и самое худшее, да, потому что это опять гордыня, эго говорит, позор, я стесняюсь своего ребенка. Нет. Нужно понимать, что ребенок больной. Да, это факт, но если смотреть с другой стороны, возможно, то, что он больной, возможно, там через пенсию, через еще что-то, через возможность проявить вам заботу, вы раскрываетесь, вы эволюционируете. Переключайте всегда внимание на себя, но это не значит, что эгоизм включать, да, вот только я в этом мире. Нет. Еще раз говорю, наше развитие только через наших близких людей. Так, сейчас я посмотрю. Ух ты, 57 человек. Так, выше, если вопросы есть, я спускаюсь вниз. Смотрю еще, какие вопросы. Алгыс благословляет, благодарить природу, космос. Природа просит от нас чистой энергии благодарности. Да, Лидия, совершенно верно. Лидия моя ученица, она все, отличница, она все это хорошо усвоила, и она все на практике уже проживает, да? Так, Сири Киптити Булбатах. Так. Төрит үгістері сері тому тоқта сол бұйыркыға соғынан біргі. То, что... Смотри, так, Семен, я имею в виду потребительское отношение.
То, что есть, вот, говорю, есть люди, которые вот, хранители, берегини рода, вот они несут культуру рода, да, вот, обрядовость более высокочастотную, да, когда вот эти аланхо, вот это все они могут нести, и это им по плечу, но не всем подряд, потому что остальные, они стараются вот как потребители, тут тонкая грань, я не говорю абсолютно все исключить, да, там тонкая грань, не всем дозволено. Большинство сейчас людей этими ритуалами, этими обрядами пользуются как потребители. Дай, вот я тебе дала, дай, я тебе дала, дай. Они все время ходят с просьбой, не с благословением, не с отдачей, да, не для того, чтобы общаться, а для того, чтобы получить. У них даже тесного контакта не выстраивается. Вот ты прав, да, это тонкая грань. Угу. Рейки нет, рейки совершенно, рейки, они подключаются к эгрегорам. Я рейки не очень люблю, это не мое. Ни рейки, ни тета-хилинг, этим я не увлекаюсь. Это вот нужно, знаете, еще понимать, с какого эгрегора вы получаете информацию. Очень много эгрегоров, да, очень много. И каждый эгрегоры питаются за счет нас, за счет живых людей. И там идет вербация, вербовка, да, кто кого, кто больше, да. Поэтому даже когда посмотрите мультфильм «Душа», возможно, кто-то смотрел, там есть такие темные души, которые продать. В этой жизни они все пытались продать, все на деньги, и они там как зависшие между мирами, как темные сущности, и там они пытаются что-то продать, съесть, вот как потребители. Сложно будет не возгордиться, благословляя природу, но это уже ваш выбор, да? Где там вы начинаете говорить. Я знаю людей, которые работают с природой, которые вот именно чистили реку Вилю, они все это делают очень тихо, очень так, даже вот их, даже оладушки, они не с просьбой, они уже с отдачей идут туда, да? Они вот с этими оладушками, вот с этими обрядами, они идут отдавать свою энергию и благословлять. Вот там они действительно работают с природой. И они никогда об этом они не пишут, они не фотографируют, они не выкладывают. Это все тихо, с такой любовью, с такой бережливостью это делается. А то вот я видела какая-то певица, ну не какая-то, я знаю ее там, вот оладушки положила, и в то же время йога, в то же время там какой-то социальный проект, пирамида. Люди запутались, они в 110 эгрегорах, но они не в теме рода. Вот когда она подходила и разговаривала по теме рода, ей было не очень... Она вот хотела от рода только денег. Она говорила, вот род материализует, мне нужны, вот, у меня финансовые проблемы, у меня нет квартиры, я живу там в старом доме, мне нужна вот материальные блага, тоже потребительство. А род это тоже чувствует. Поэтому вот даже когда мы вот делаем благословение, все нужно делать очень бережливо. Я к своим даже клиентам отношусь очень бережливо. Я никогда не пишу истории, которые, вот когда у меня даже просят, вот вы много консультаций проводите, расскажите. Я не могу переступить через это. Это наше интимное вот согласование с их душами, с которыми вот, это хвастовство. Когда они сейчас, вот я сейчас провела консультацию, то-то, то-то, и вот такие у меня отзывы. У меня есть аккаунт в соцсети, я его кое-как вот через себя переступила, чтобы вот типа больше людей узнала, но я особо к этому не иду, потому что это хвастовство, оно никому не нужно. Это вот как идет вербовка за счет других людей. Значит, я других использую и начинаю как наживку использовать для других людей. Вот этого не надо. Вот нужно ко всему относиться очень-очень бережно. Ко всем людям, которые находятся в вашем окружении, к природе, да, к траве, на которой вы выступаете. Вот чай травяной, который вы пьете. Чай травяной, который вы пьете, да? Ко всему очень бережно и с огромной благодарностью. Угу.
Поэтому возгордиться может эго. Но если человек неосознанный, он скажет: да, вот я такая-сякая, я такая благородная, я такая высокочастотная, что я делаю такие вещи. Нет, все это делается тихо, спокойно. А как с приемными детьми, они не в роду. Да, приемные дети в родовую систему тоже попадают не просто так. Это может быть возвращение исключенных из родовой системы, либо же оплата жертвам других родовых систем. Вот моя любовь, человек полный любви. Да, мы дома. Иди к папе, раздевайся. Вот так. Поэтому приемные дети это может быть как не то что откуп, а отдача, возмещение там той родовой системы, которой даже наша душа в прошлой жизни причинила огромный вред. Потому что возвращаются души, которые в прошлой жизни причиняли очень много бед. Нет такого, что суицидальники возвращаются. Это вранье, что суицидальники зависают между мирами. Они возвращаются еще как, да? Потому что каждое наше действие имеет смысл. Ради чего-то, ради кого-то это делается. Да? Даже бывают войны веры, люди всегда все стараются делать во благо кого-то или во благо себя. И все могут возвращаться. Но есть зависшие между мирами, это люди в основном, которые прикреплены к каким-то низкочастотным эгрегорам. Угу. Как узнать, с какого рода линии бабушки или дедушки, нужно ли это знать? Ну, то, что из какого рода, это можно вычислить. Это можно вычислить, но это такая трудоемкая работа. Это нужна искренняя, честная, откровенная беседа с мамой, с женщиной. Да? И потом и тоже с отцом тоже, ну, как бы отец дополнительно, но с какого рода и прочее, это можно вычислить хотя бы примерно. Род матери как влияет на нас, если мы пришли из рода отца? Душа приходит из рода отца или через род отца, да? Ну, первый контракт заключается с родом отца, но род матери – это генетика. Генетика – это материализация, это наше физическое тело. Но не забывайте, что физическое тело в самом начале, вот переслушайте этот эфир, потому что я говорила, вот 32 человека в 7-м поколении по роду матери, 32 человека по роду отца, да? Вот эта структура нашего ДНК, это спираль, двойная спираль, она вот именно несет генетику по родовой системе. Помимо этого у нас есть еще 5 пар спиралей ДНК, которые находятся в спящем режиме. Их нужно активировать, их нужно пробуждать. Это все на курсе «Вне матрицы». Так, мы с вами сидим уже 1:10. Если мужчина ударится в религию, секту, это тоже крест. Ну, смотрите, секта, вот люди идут в секты и в религию тоже в поиске любви, в поиске смысла, когда у них нет почвы крепкой под ногами, когда у них нет связи с родовой системой. Род – это наше заземление. Род – это наше заземление, и чем мы больше благодарим свою родовую систему, чем больше мы осознаем важность, да, и благодарность, еще раз говорю, благодарность за то, что наше тело воплотилось через этот род, тем больше мы заземляемся, тем крепче мы стоим на ногах, и тем чище энергию мы от них получаем. Если же вот этой связи нет, человек ударяется в религию или секту в поисках вот этой веры, в поисках этой любви, в поисках опоры. Но это как бы нужно работать с родовой системой. Вот изначально обращаться к роду, ну, еще раз говорю, обращаться к роду с любовью и благодарностью за жизнь. Угу. А если человек одинок, не женился или не вышел замуж? Ну, скажем так, если даже человек никогда не бывает одинок, потому что у нас есть человек, большинство людей привыкли принимать себя за тело только, да? На самом деле мы не одиноки, у нас есть душа, у нас есть дух, мы можем с ними вполне спокойно
сожительствовать, скажем так, да. Но вот, когда человек одинок, он уроки свои не проходит. Уроки свои не проходят. Но бывает такое, что человек как бы одинок, не жена, детей нет, но он работает на какой-то службе, и у него огромная ответственность на работе, какая-то миссия. Значит, он не одинок, значит, он свою миссию выполняет. Бывают люди, которые... Раньше я думала, что каждая женщина должна там родить ребенка, но не всем это дано, не у всех такая задача. Бывают люди, которые, не рожая детей, но создавая какие-то труды, создавая какие-то дела, да, проекты, они совершают намного пользы, чем женщины, которые родили. Да? Ну, есть женщины, которым нужно рожать, они обязаны рожать, да? А есть женщины, которым вот либо 1-2 достаточно, много не надо, но лучше все внимание переключить на творческие проекты или какие-то более социальные проекты. Поэтому тут надо тоже считать. Рассчитываем задачи на заказ, да? Нежеланные дети тогда не вливаются в семью. Да, и нежеланные дети не имеют поддержки рода. Это нужно, скажем так, работать матери над этим, чтобы через нее, вот то, что она умеет, ей род дает, да, вот это еще и дать ребенку, вот наполнить этим ресурсом. А болезнь и ребенка как объяснить? Болезни у нас тоже бывают разные. Есть кармические заболевания лично души, да, а есть кармические заболевания, которые вот как по наследству, по родовой системе. И если ребенок рождается больной, то уже родителям нужно с этим работать, потому что что-то где-то они недопоняли. Это урок в первую очередь для них, да? И еще раз скажу, есть кармические заболевания личности, души самой, да? Есть кармические заболевания, которые вот родовая система не может решить, и вот вы задачи свои тоже не выполняете. Бывает как урок для целой родовой системы. Да? Это бывают аутисты или дауны рождаются, и родовая система: ой, мы с тобой не связываемся, и вот эта женщина вот с этим больным ребенком остается одна, и муж отказывается, еще что-то, и стесняются, да, этого ребенка, да, вот этого делать не надо. Это такие дети, они, возможно, тоже как козлы отпущения, да, и чем больше внимания, чем больше ребенку таким детям всей семьи, и двоюродные, и троюродные, чем больше будете вливать энергии, любви, поддержки, да, тем больше вы будете очищать свой род. И цепочка рождения таких детей может прекратиться, но главное осознать, почему, какие мысли, да. Возможно, гордыня, опять же, проявление гордыни, оно может нас принижать через, если мы принимаем такого ребенка как позор, это может быть удар по нашей гордыне. Если же мы принимаем такого ребенка как наказание, тоже нужно смотреть, где мы чувствуем стыд и вину, да? Где мы чрезмерно себя принижаем или еще что-то. Поэтому тут тоже все очень индивидуально. И эта индивидуальность, она просчитывается. А если в семье несколько инвалидов рождаются, двоюродные, тоже это тоже крест. Пока не осознает вся родовая система, пока не осознают родители, да? Через какие мысли, через какие действия, через какие эмоции они нарушают вот эту карму, целостность эфирного, астрального пространства, такие дети будут приходить, к сожалению. Вот нужно осознать, не переключать только внимание на таких детей, переключать внимание на родителей, на родителей. Вот именно через мышление, еще раз говорю, наш ментальный план – это связь с нашим родом. Да? И поэтому, вот смотрите, через род мы получаем на ментальном уровне информацию, и чем больше мы узнаем, чем больше мы читаем, чем больше мы благословляем, мы вот этим тоже наполняем свою родовую систему более чистой информацией. Там вот как емкость, резервуар, да, вот, резервуар, и если вот в емкость грязной водой мы начнем лить чистую воду, через время в этой емкости будет чистая вода. Поэтому многое зависит от нас здесь и сейчас. Не погружаться туда, там, не мыть, не драить там, этот чайник или эту посуду, а наполнять чистотой, потому что через время вот эта чистота вытеснит эту грязь. А если так,
личная задача в какой позиции. По позициям это тема курса геоматрицы. Да? У вас есть материалы, пожалуйста, прочитайте, хорошо? В какой позиции, это не для прямого эфира. Так, еще вопросы, не спущусь. Так, есть ли информация по роду матери заплатить? Не поняла. Так, аборт как влияет? Ну, смотрите, аборты, да, вот тема абортов, нерожденных детей. На самом деле к нерожденным детям относятся абортированные дети и дети, которые покидают, переходят в мир иной до года, да, даже 11 месяцев и так далее. Это тоже считается как нерожденные души, потому что душа еще полностью не питает, да, это тело, и оно вот такое вот в подвешенном состоянии. Нерожденные дети как влияют на родовую систему? Нерожденные дети, надо сказать, обычно нерожденные дети в прошлых жизнях, у них есть 22 арканы скажем так, в этом бессознательном поле, в карме прошлых жизней. Это говорит о том, что у них очень-очень тяжкий был грех, и в этой жизни они уже понимают, что душа переходит в этот род, и он понимает, что у него, возможно, не будет шанса на рождение. Но он понимает, что вот эта попытка даст ему возможность на очищение. И тут очень ценно и важно, чтобы женщина, родители правильно отпустили эти души. Души абортированных детей и души нерожденных детей, которые перешли в мир иной до года. Это правильно отпустить через любовь и благодарность и усвоить какой-то урок, который у каждого разный урок. Невозможно сказать, что если у вас много абортов, если много нерожденных детей, дети умирают там внутриутробные или еще что-то, да, мертворожденные, выкидыши, тоже нерожденные дети, да, у каждого урок свой. У каждого человека очень-очень индивидуально. Невозможно сказать, что вот, как психологи навязывают одну программу на одну проблему, да, вот это так не делается. Все очень-очень индивидуально. Как найти свое предназначение? Я вот человеку, который Мария, да, задала такой вопрос, я попрошу пересмотреть этот прямой эфир, потому что о предназначении я там выше сказала. Так, выше сказала, здравствуйте. Так как нас сегодня 61 человек, и еще люди подключаются, да, я хотела эфир где-то через 2-3 часа удалить, но ладно, я удалю этот эфир завтра. Мне он сегодня очень тоже понравился, он идет на какой-то очень хорошей волне. Вы можете его пересмотреть и законспектировать, я вас очень прошу, потому что это азы из самых первых слов, которые с самого начала этого вебинара, даже не вебинара, а прямой эфир прослушать, потому что информация идет в неком таком даже потоке. Возможно, для многих эта информация будет откликаться, и просто законспектируйте. И еще раз говорю, что это не истина в последней инстанции, у вас может быть свое видение на это, но это не тема для спора, да? Это мой опыт, мое видение, сколько консультаций, сколько людей, сколько жизней, сколько судеб, сколько ментальных программ, да, было считано, было прочитано, и я сейчас могу об этом смело говорить. Где-то в 2017 году, когда я начинала работать с родом, я об этом даже не могла говорить. Даже в прошлом году я громко об этом не могла говорить. Я сегодня даже не подняла тему о духовном роде, потому что если я говорю, есть 3 единства, дух, душа и тело, и физический род находится между душой и телом, для духа нашего тоже есть род. Тоже есть родовая система там выше, но это уже совершенно другая история. Я благодарю вас за внимание. Эфир я сохраню, поэтому можете писать вопросы, я буду читать ваши комментарии к этому посту и постараюсь ответить на ваши вопросы. Следующий эфир, может быть, поднимем на тему души. Души, задач, души, личной кармы и так далее. Возможно,
эту тему поднять. Но, может быть, вы тоже порекомендуете какую-то тему, я готова об этом говорить. Да? Может быть, мы поговорим об эмоциональном интеллекте, об астральном плане, о сновидениях, об осознанных сновидениях. Это тоже очень интересная тема, но эта тема вот, третьего уровня, да? Она очень-очень интересна. Я тоже благодарю вас за ваше внимание, за ваши вопросы. Да? И, до скорых встреч. Все, пока-пока. Всем всех благ, любви истинной и без привязок, без желания что-то получить взамен. Просто любите, просто заботьтесь и просто проявляйте свою нежность, свою благодарность просто за жизнь и за возможность общаться, за возможность видеть, за возможность чувствовать, да, за возможность слышать. Все благодарите, каждый шаг своей жизни, и знаете, каждый важен, кто с вами рядом. Благодарите за даже худое слово, да, поэтому любви вам, благодарности и всех благ. Сохраняю эфир. Пока.